Купамра цара ашрахос истрапой. Хуцрак салов сымма цара схазаши лагой. Бай сулашара бай сублайквара бабами свацито. Многие в Абхазии и за ее пределами думают, что песня «Бай-бай» Сылашара абхазская народная. И только истинные поклонники творчества композитора Константина Чингелия знают, что автором этого знаменитого мотива является именно он. Константин Чингелия по праву относится к числу крупнейших музыкантов и композиторов современной Абхазии. Его творчество представлено разными жанрами, но приоритет он всегда отдавал вокальной музыке. В своих песнях Константин Чингелия воспевал культуру и героическое прошлое своего народа. Музыка композитора неразрывно связана с фольклором Абхазии. Многие из его песен посвящены героям войны и мечтам о мире. В годы Отечественной войны народа Абхазии организованный Константином Чингелия ансамбль «Аяйра» дал на линии фронта и в госпиталях 102 концерта. В дни войны им было написано около 60 песен, а символом победы стала песня Константина Чингелия на слова Лёли Тванба «Аяйра». Всегда мы были вместе, и до войны, во время войны, в окопах ансамбля «Аяйра» он возглавлял, мы все были там. Пели, он с гитарой, и ходили мы по госпиталям, к ребятам, где стреляли, где воевали. Сочинял он песни военные, а мы пели, чтобы поддержать дух наших ребят. Энергия была у него непочатый край. Если бы, я думаю, это не болезнь, он бы еще действительно прожил и 100 лет, может быть, и больше, и еще очень много бы сделал. Константин Чингелия является основателем этнографического ансамбля долгожителей «Нарта», который завоевал высшую награду международного фольклорного конкурса вокальных коллективов «Золотой павлин», проходивший в Венгрии в 1974 году. С именем композитора также связаны организация и работа вокально-инструментальных ансамблей «Рица», «Эрцах», «Гунда». Вклад Константина Антоновича в развитие музыкального искусства Абхазии невозможно переоценить. Он был таким творческим, это мне даже говорить не надо. Настолько он творческий человек. Мы как будто мы с ними ровесники. Бывало так, мы сидели, общались, обсуждали, мы у него учились очень много. Он был великолепным, жизнерадостным, хорошим человеком. Мы исполняли Константина Антоновича произведения немало, начиная от кантаты до его сочинения абхазской музыки, его обработки народные, духовная музыка его «Молим тебя, Святая Мария». Константин Чингелия был добрым, отзывчивым, позитивным человеком, никогда не унывал и даже в самых сложных жизненных ситуациях находил силы не только не упасть духом самому, но и поддержать хорошие и правильные песни всех, кто его окружал. Он полностью посвящал себя музыке и воспитанию молодого поколения музыкантов, у которых прививал не только любовь к искусству, но и к традициям и культуре абхазского народа. Безусловно, его уход – невосполнимая утрата как для Абхазии, так и для всех, кто был знаком с его творчеством. Аля Катрапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.